Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин амма ба'д. Дорогие зрители, сегодня, иншаллах, мы ознакомим вас с 109 сурой Священного Корана, сурой Аль-Кафирун. Отличительной чертой этой суры является большое количество применения правил Аль-Калькаля и удлинительных правил, то есть долготы. Эта сура состоит из 6 аятов. Первый аят «Куль я». Вот здесь это правило с тильдой. Мы удлиняем в размере двух огласовок. Я. Вот один из самых проблематичных моментов – это после удлинительного звука, если хамза идет, нужно четко и ясно произносить, чтобы она не сливалась с удлинением. «Куль яй», нет. «Куль я айюха». Выделяем четко и ясно. «Куль я айю». Удваиваем. С огласовки фатха уходим на лам. И, естественно, удлинение и хамзатуль васл аннулируется. И переходим. «Куль я айюхаль ка». Вот здесь ударение в размере двух огласовок. Кафирун. При остановке аннулируется и становится у нас сукун. При остановке удлинительные правила долготы здесь у нас 2 или 4 или 6. В зависимости, какой мы выбираем при начале чтения, то есть при бисмиллахи рахмани рахим, здесь, если выбираем 2, 4 или 6, тогда во всех остальных случаях мы применяем тот выбранный. Давайте выберем здесь удлинение в размере двух огласовок, и получается у нас «Куль я айюхаль кафирун». Идем дальше. «Ла». Вот здесь тильда, 4 раза удлиняем. «А'буду». Гортанный звук «айн» нельзя резко произносить. Резко с произношением остановки нельзя, потому что получается. А нужен такой маленький сливающий звук «а'буду». «Ла а'буду». «А'буду». «Ма». Удлинение в размере двух огласовок. «Ма та'будун». То же самое. «Та'буду». Вот здесь то же самое правило. «Та'будун». В размере двух огласовок, который мы уже с вами выбрали в размере двух огласовок. Если 4, «та'будун» и так далее. Идем на третий аят. «Валя». То же самое правило. Удлинение в размере двух огласовок. Это тильда указывает на удлинение. Вот здесь у нас первое ихфа. Мягкое ихфа. Сокрытие. Сокрытие согласного нуна. И в размере двух огласовок. «Валя антум». «Валя антум». Вот в размере. Удлиняем долгота в размере двух огласовок. Бидуна. Вот здесь удлинение 2 счета. Абидуна ма. Вот здесь 4. Вот эта тильда указывает на 4. Ма а'буд. Вот здесь сукун. Даль, это первый у нас калькаля здесь. А'буд. Буд. Итак, третий аят. «Валя антум абидуна ма а'буд». А'буд. Идем дальше. Четвертый аят. «Валя». То же самое правило. 4. «Ана». Вот если вы обратите внимание, здесь маленький такой кружочек есть. Этот кружочек алифату саба. 7 алифов правила. При остановке алиф произносится, при слитном чтении она аннулируется. Итак, так как мы читаем слитно, мы не произносим алиф. «Валя ана». Нун с фатхой. Только, не больше. «Ана ударение в размере двух огласов. «Абидум». А вот здесь у нас правило идгама. «Абидумма». «Абидумма».
После назализации в размере двух огласовок ударение в два счета. Абидумма. Вот здесь то же самое у нас. Абад, вместо произношения буквы даль мы произносим букву та. То есть как? Язык мы поставляем на местонахождение даль, так как у букв даль и та схожее местонахождение, но в окончательном результате мы произносим букву та. Ма абадтум. Абадтум. Даль полностью ассимилируется в букву та. И остановка у нас по правилам. Абадтум. И пятый аят. Валя. 4 огласовки. Антум. То же самое. Вот третий аят и пятый аят, они повторяются. Они повторяются. Произношение монотонно, без изменений, никаких либо добавлений. Повторим правила. Антум ихфа, мягкое ихфа в размере двух огласовок. Абидун, ударение, два счета. Здесь тоже. Абидуна, ма, то же самое. Удлинение в размере 4 огласовок. А'буд, калькаля, применяем а'буд. Теперь последний аят, 6-й аят у нас. Лакум, лакум динукум. Вот здесь в размере двух огласовок. Лакум динукум. Валия, валия, валия. Отдельно четкое произношение всех трех звуков. Валия, валия дин. Так как мы решили, что при остановке мы удлиняем в размере двух огласовок, здесь то же самое дин. Два счета, при остановке аннулируется кесра и переходит в сукун. Итого получается лакум динукум валия дин. Теперь давайте будем применять правила слитного чтения всех этих аятов. Естественно, как мы уже проходили, при слитном чтении последняя огласовка, последние буквы в последнем слове произносится, естественно, удлинение 4-6 разовое удлинение аннулируется и переходит в естественное удлинение. И таким образом получается у нас Бисмиллахир рахманир рахим. Куль я айюхал кафирун ла а'буду ма та'будун ва ла антум а'бидун ма а'буду ва ла ана а'бидун ма абадтум ва ла антум а'бидун ма а'буду лакум динукум валия дин. На этом мы с вами завершили изучение правильного произношения 109 суры. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.